Снижение процентных ставок, рефинансирование ипотечных кредитов других банков и программа льготного кредитования. Все это позволило Сбербанку вдвое за 2 года нарастить свои объемы в Коми. Об этом в рамках рабочей встречи Сергею Гапликову рассказал управляющий Коми отделением крупнейшей кредитной организации Андрей Пушкарев. Самое интересное, по его словам, достижение – ипотека под 6%. Программа работает для молодых семей по госсубсидиям. Для семей, у кого 2 детей, 6% на 2 года. У кого 3 детей в семье, рождены после 1 января, последний 2018 года, то 6% на 3 года. Вот здесь у нас 700 квартир в 2018 году. Вот здесь уже реально 6%. Причем, да, начало это в этом году, свершилось. Здорово. Да. Очень хороший показатель. Это хороший, да. А есть вообще у нас там резерв-то из вашей оценки по рынку нарастить соответствующий объем? Вот мы даже штат увеличиваем, под повышенный спрос. Спрос повышен. Активнее банк кредитует предприятия, требующие капитальных вложений. Прежде всего, нефтегазовый комплекс, лесная, деревообрабатывающая и легкая промышленность. Не забыт и малый бизнес. Проще стало получить заем муниципалитетам на неотложные нужды. Там была серьезная история, в том числе и в Воркуте, там погашалась, но если у нас говорим о том, что решаем эту задачу, они могут себе позволить, не надо, есть определенные задачи, которые нужно быстро кредитоваться, восстанавливать. Быстрые кредиты, да, потому что нужно решать задачи. А то они сидят там в определенный момент, ждут перераспределения, решения, появления средств в бюджете. Это неправильная история. Легче, допустим, помочь на завершение, чем ждать это все время и упускать его, потому что у нас его не так много с точки зрения и периода, и времени, подготовки и все остальное. Там текущих много вещей, допустим, ЖКХ, еще что-то, которое надо сегодня решить. А это как раз те возможности, которые вы предоставляете. К столетию Коми в республике появится дворец спорта и новый оперный театр. В разработке и финансировании этих масштабных проектов примет участие Сбербанк в рамках государственно-частного партнерства. Если мы найдем точки соприкосновения, поймем в рамках соглашения, все-таки примем эту модель и найдем соответствующие механизмы ее реализации, для региона это будет просто фантастическая поддержка. Тем более проекты есть, мы их уже дорабатываем, часть проходит экспертизу, часть на стадии вхождения. Понятно, что есть земельные участки, места, понятно, что есть востребованность объекта, они круглогодичного использования. Это не просто мы построили объект, провели мероприятие, и о нем забыли. Еще один совместный со Сбербанком социальный проект только набирает обороты. В этом году в автобусах Сыктывкара и Воркуты ввели безналичную оплату проезда. Это новшество пришлось пассажирам по нраву. С 3-го полугодия к проекту присоединится и Ухта.